Чем шире развертывается исследование прошлого Средней Азии, тем отчетливее становится выдающаяся роль этого региона в истории мировой культуры. Но при этом древняя история Средней Азии освещена источниками недостаточно и крайне неравномерно. Новый исторический сериал закроет этот пробел. Ведь историческая миссия Средней Азии – объединять, принимать в себя духовные импульсы Европы и Азии и отдавать миру новые творения человеческого духа. Смотрите на канале Казах ТВ документальный сериал «Цивилизации Средней Азии». Саманиды пришли к власти в тот период, когда завершался процесс образования таджикского государства. К этому времени сложился национальный язык, а таджики, избавившись от иноземцев, создавали собственную культуру. Саманиды способствовали этим процессам, проводя политику стабилизации и централизации. Родоначальником саманидов стал выходец из Балха Саман, в начале IX века отказавшийся от зороастризма и принявший ислам. У Самана был сын Асад, все сыновья которого занимали государственные должности. Халиф Мамун Тахирид назначил правителем Самарканда Нуха, правителем Чача и Усрушаны Яхья, а правителем Герата Ильяса. Главный среди братьев был Ахмад, правивший Ферганой. Сын Ахмада Наср управлял уже всем мавилинархом. Но когда в 870-е годы началась междоусобица в мавилинархе, Наср не смог с ним справиться, и ему на помощь пришел его брат Исмаил. Наср назначил Исмаила правителем Бухары в 874 году, и Исмаил в короткий срок сумел подавить восстание крестьян и примирить знать, погрязшую в междоусобицах. Исмаил хотел создать централизованное государство, и между братьями началась борьба. В 888 году Исмаил разбил войско Насра и взял его самого в плен. Но когда к нему привезли Насра, пленного Насра, Исмаил, желая привлечь на свою сторону сторонников брата, сошел с лошади и поцеловал руку брата, усадил его на трон, а сам стал сзади, готовый ему прислуживать. Увидев такой прием, Наср даже не мог подумать, что брат просто над ним издевается. И с тех пор фактически правил мавилинархом Исмаил, а Наср лишь номинально оставался эмиром. После смерти Насра управление страной полностью перешло в руки Исмаила, ставшего основателем государства саманидов. В 900 году Исмаил нанес поражение войску иранского правителя Амра ибн Лейса и присоединил к своему государству значительные земли на севере и востоке Ирана, обеспечив независимость своего государства от арабских халифов. Исмаил создал сильное войско и прочную систему административных учреждений, что помогло ему бороться с непокорными землевладельцами. Государство саманидов тоже было очень гуманное государство. Сам Исмаил Самани, он был очень великолепным политикантом. Он наладил хорошие отношения с тюрками. При его жизни и даже при его Насре тоже восточная граница была спокойна, потому что он был хорошим политикантом. И с тахиридами, которые он у них отнял власть, тоже он не казнил их, он отправил, значит, вот последнего царя к халифу. Вот. Он и с халифом не ругался. Он был с исламом, тоже держал такое отношение хорошее. Абу Ибрахим Исмаил ибн Ахмад Самани родился в апреле 849 года в семье эмира Ахмада ибн Асад, потомка Самани Худо, основателя династии Саманидов.
Книга правительства или Правила для королей Сияр аль-Мульк или Сиясат Нама Низама аль-Мульк. После смерти Исмаила в 907 году его сыну Ахмаду бин Исмаилу пришлось подавлять мятежи, вспыхнувшие одновременно в Самарканде, Рее, Систане. Самым крупным было восстание в Систане, подавить которое Ахмаду удалось лишь через год. Ахмад ибн Исмаил вызвал ненависть тюркской гвардии, созданной его отцом, и был убит на охоте своими рабами, а власть перешла к его сыну Насру II, 914-943 года. Во время его правления было приведено в порядок управление страной, но продолжались междоусобицы. В конце 914 года поднял восстание племянник Насра II Мансур бин Исхок, и лишь через год мятеж был подавлен. В рамках государства саманидов завершился процесс формирования таджикской нации. Это очень важно. Главную роль в этом процессе отводится западно-иранскому языку, который пришел на смену восточноевропейским языкам. В саманидскую эпоху дари, то есть фарси, стал языком государственным. На основе западно-иранского языка развивалась персо-таджикская культура, наука, литература, искусство. Именно во времена правления Исмаила ибн Ахмада Бухара превратилась в один из центров ислама на Востоке. Основные архитектурные сооружения, сохранившиеся и до наших дней, возведены как раз во времена расцвета таджикской науки и культуры в эпоху существования Саманидской империи. Исмаил ибн Ахмад придавал большое значение идеологии ислама. Он оставил миру и мусульманам ценное историческое наследие. Это построенные во времена его правления большие города на территории Средней Азии, такие как Бухара, Самарканд, Мерв, Афшана, Худжанд, Герат, Балх, Гиссар, Тирмиз, а также ряд городов на территории современного Ирана. Он возвел большую соборную мечеть, специальную мечеть для приезжих, строил медресе, библиотеки, ханаки, приюты для странствующих суфиев, намазгох, эмирские бани, покровительствовал искусством, поощрял развитие архитектуры. Государство существовало почти 100 лет. За эти 100 лет были эпоха после арабских завоеваний, после арабы что старались? Арабы старались вообще ликвидировать таджикского языка. Хотели, чтобы все говорили на арабском языке. Но в это время какой-то, часть интеллигенции поднималась именно против этого. Шубизм назывался вот это движение. В этом шубизме арабы обвиняли, иранцев, вообще таджиков. В это время слово таджик тоже появляется. Где-то в III веке уже в Восточном Туркестане есть документы на парфянском языке. Там упоминается слово, есть список народов, и среди этих список народов, которые жили в Восточном Туркестане, есть слово таджик. Поэтому дух такой, против арабов поднимался, вот это движение буддизма, это шубизм. И они начали перевести авесту на новоперсидский язык. Таджикистан – единственный прямой наследник государства саманидов, и свидетельством тому служит памятник эмира Самани, воздвигнутый в столице, и государственный денежный знак Самани. Очерки истории и теории культуры таджикского народа.
На строительство мечетей и храмов науки и искусства выделялись лучшие земли и выдавались крупные денежные средства. Искусный и мудрый правитель побуждал свой народ к знанию и грамотности. Мусульмане, следуя исламской традиции, приступили к поиску знаний по всему миру. Исмаил ибн Ахмад Самани издал указ о бесплатном обучении, создав просветительские центры в Бухаре и Самарканде. Другую задачу, которую осуществил эмир Исмаил Самани, это укрепление основ национального таджикского языка. Таджики всегда стремились к познанию мира. И опыт этот переносили в науку, литературу, искусство. Особенно трепетно таджики относятся к своему родному языку. Тысячелетиями они бережно хранили его, передавая из поколения в поколение, подобно реликвии, не искажая и не привнося ничего чужеземного. Арабские завоеватели практически уничтожили оригинальный язык таджика дари. Однако, благодаря Исмаилу Самани, таджикам удалось вернуть языку первозданность в своем великолепии. В чем заключается феномен саманидов? Я думаю, что это прежде всего, смотрите, во всех арабских странах, такие, которые были, там Ирак, Сурия, там Египет, которые были высокие цивилизации в древности, но после того, когда они ислам приняли, и все язык у них стал арабским. Сейчас, вы знаете, 22 арабских государства, которые говорят на одном языке, но они отдельные. А саманиды потихоньку сохранили таджикско-персидский язык как язык государства. Их основная заслуга, благодаря их, язык этого народа не потерялся, сохранился. И поэтому таджики его предпочитают. Если видели, в городе Душанбе много его памятников, и много основная улица имени и очень много посвящен Исмаилу Саманиду. Изначально язык называли Порси. Великий эмир Исмаил Самани приказал очистить Порси от уличного жаргона, арабских диалектов, которые ничего не имеют общего с языком литературным, и назвал таджикский литературный язык Фарси-Дари. Благодаря Исмаилу Самани от Хурасана до Ирана персоязычный народ стал писать, читать, разговаривать на литературном языке Фарси-Дари. В настоящее время фарси-дари – государственный язык в Таджикистане, Афганистане и Иране. Что касается, допустим, нашей концепции, допустим, исторической науки Таджикистана, она направлена на уточнение или выявление исторического процесса образования, формирования нашего народа. Как это происходило, допустим, и со стороны изучать наших древних предков. Естественно, эти наши племена или народности, которые жили в древности, они являются не только нашими предками, а частично они являются и предками наших соседей. Да? А происходил это такой длительный процесс, эволюционный процесс соединения или отторжения что-то старого и принятия нового и в материальной культуре, и в духовной культуре, и в языке, и в нравственности, и в семейных обрядах, и во всем. И таким образом на протяжении, может быть, тысячелетий происходил процесс этногенеза, формирования нашего народа. Вот хотелось бы прояснить ясно. Сейчас мы подготовили к публикации большой такой двухтомной работу наших ученых. Это совместно с нашими учеными и зарубежными нашими коллегами, российскими коллегами, немецкими коллегами. Называется она «Этногенез и этническая история таджикского народа». Ну, вот опубликую, посмотрим, что будет. Я думаю, это есть там свежие материалы, то, что нам не было доступно в советское время. Естественно, каждый народ, используя
или каждое государство, ссылаясь на историю, хочет защитить свои национальные интересы, на свои духовные, материальное наследие. Это понятно. На сегодняшний день персидский Дари остался в чистом виде только среди таджиков. Гафуров. Таджики. Но вернемся к борьбе за власть. В конце правления на территории Саманидского государства начало быстро распространяться карматское движение. Карматы были приверженцами одной из мусульманских сект, главными идеалами которой было восстановление общинной собственности на землю и всеобщее равенство. Сам Наср II стал карматом. Это вызвало недовольство мусульманского духовенства. Вместе с гвардейцами духовенство организовало заговор против Насра II. Предполагалось заманить его на пир для военачальников и там убить самого Насра и всех карматов. Но об этом заговоре стало известно сыну Насра Нуху, который рассказал обо всем отцу. Наср II заманил к себе главного заговорщика и приказал казнить его. После этого Наср вместе с Нухом явились на пир. В самый разгар пиршества Наср сказал, что знает все о готовившемся покушении, и бросил к ногам собравшихся голову их предводителя. После этого Наср объявил об отречении в пользу Нуха, которого никто не мог обвинить в симпатиях к карматам. Нух начал свое правление с истребления карматов и конфискации их имущества. Но, несмотря на это, в государстве возникли серьезные финансовые трудности. Нух объявил, что в возникшей ситуации виноват, кто, конечно, визирь, и приказал казнить его. Воспользовавшись ослаблением позиции Нуха, его дядя Ибрагим бин Ахмад в 947 году захватил трон, а Нух был вынужден удалиться в Самарканд. Но как только Ибрагим выехал по делам в Чагайнян, Нух вернулся и вновь занял трон, а своего дядю и его сыновей ослепил. После этого Нуху пришлось усмирять восставшегося против него Абу-Али Чагани, которого в конце концов он был вынужден назначить правителем Чаганиана, а потом и всего Хорасана. Во время правления Абд-ал-Мелика, сына Нуха, усилилось влияние тюркской армии, в руки которых перешло управление государством. Особенно выдвинулся начальник тюркской гвардии и крупный землевладелец Алыптигин. Его влияние было настолько велико, что без согласия Алыптигина Абд-ал-Мелик не мог даже назначить визиря. После смерти Абдул-Мелика Алптиган возвел на престол его малолетнего сына Абдул-Малика Насра III, царствование которого длилось 1 день, так как другие военачальники возвели на трон Мансура ибн Нуха. Со временем придворные распри и усобицы еще более усилились. Страна ослабла настолько, что даже слабый противник мог ее захватить. В 992 году государство саманидов подверглось первому нападению тюркских кочевников во главе с ханами из племени Ягма, так называемыми караханидами. Исмаил Самани был одна ошибка, что до него, значит, были местные гвардии, а он их ликвидировал, и на место их создал тюркские гвардии. Тюркские гвардии были дешевле, вот. Они дома не имеют, они, в общем-то, были воины хорошие. Защищали государство, в общем-то, в течение периода, который государство существовало. Потом они разделили, все равно им давали землю. Землю давали, допустим, Махмуду давали эти части Афганистана. Он был, Алптигином был, значит, его главнокомандующим.
20 лет спустя некоторые правители саманидского государства вновь восстали, а караханидские тюрки попытались захватить территорию всей страны. Но и на этот раз с помощью Сабук-Тегина Нуху II удалось победить восставших и предотвратить нападение караханидов. Спустя год умерли Нух II и Сабук-Тегин. Правители Нишапура, Бектузун и Фаик, войдя в сговор с караханидами, ослепили Мансура бин Нуха, сына Нуха II. Вскоре после этого он умер. Тогда Бектузун и Фаик настояли на том, чтобы правителем стал брат Мансура, Абдул-Малик бин Нух. Государственный аппарат саманидов был обширным и громоздким, и оплачивать его содержание было очень трудно. С каждым годом он требовал увеличения оплаты, а денег удовлетворить их требования в казне не было. Наблюдался очень четко упадок и сельского хозяйства, ведь крестьяне и дихкани были истощены многочисленными поборами, повинностями и налогами. Крестьяне массами уходили в города. Доходы от земли упали, разбухали города за счет быстрого прироста городского населения. И сама Бухара при последних саманидах стала мегаполисом с кишлаками, напоминавшими больше города, чем пригороды. Большой ущерб экономике владений саманидов наносили постоянные военные действия, которые они вели. Они воевали как с внешними, так и внутренними врагами. Особенно болезненно отражались на экономике затяжные хронические восстания, и они подорвали власть саманидов. Не имея устойчивой этнической основы, потеряв социальную и политическую опору, разорив экономику сельского хозяйства, они повисли в воздухе, и их конец был делом времени. Кроме острейшей борьбы в верхах общества, наблюдалось всеобщее недовольство в широких народных массах антинародной политикой властителей. Она стала в тягость населению, и никто не собирался бороться за нее. Таджики сложились как народ. Это значит единая территория, на которой функционировал единый язык. Это единый рынок и взаимоотношения между. И на этот рынок не только внутри государства, но и приезжали сюда и за нашего государства. Это единая ментальность. То есть это обряды, обычаи, все это здесь. И это первое государство у Исмаил Самани, он был таджик, да, и поэтому, в принципе, сказать, что это первое наше государство. Владыка из Фиджаба выражал покорность саманидам только ежегодной уплатой 4 денег и отправлением вместе с подарками метлы. Академик Бартольд. За все 100 лет правления династии не было практически ни одного спокойного года. Восстание тюркской гвардии, убийство чиновников за места в государственном аппарате, мятежи, народные восстания, бунты, беспорядки в провинциях происходили ежегодно. В 962 году саманидский полководец Алып-Тегин, помните такого, основал в Газнии государство газневидов. Находившиеся в вассальной зависимости от саманидов, владетели Хорезма, из Фиджаба, Чаганинана и других прекратили уплату дани. В 992 году тюрки взяли Бухару. А по договору в 996 году к ним отошли все владения саманидов от бассейна Зеравшан. В 999 году тюрки вновь овладели Бухарой. Саманидское государство распалось, и власть в Средней Азии перешла к тюркскому государству караханидов, а земли к югу от реки Джейхун, Амудалья, были заняты государством газневидов. Так закончила свое существование огромная империя, подарившая миру великую цивилизацию. На карте появились новые игроки. Но об этом в наших следующих сериях.